Мы все время ждали, что у нас кто-то придет и обязательно уведет куда-нибудь. У нас 3-4 человека там было, и всех собрали, мужчин. Высаживался на вертолете на горе Ахбюк и пропал без вести. Пропал Вадим Лагвилава. Это племянник моего мужа. Он пропал в 1993 году при высадке десантов Ахбюк 4 июля. Это мгновение. Вот сел вертолет, да, и вдруг бабах, тебя стали расстреливать со всех сторон. У меня пропал отца младший брат во время войны в 93-м, 15-16 марта, Будба Виталий Фиронович. Все, кто ушел, ни про кого мы вообще никакую весточку нигде не услышали. Вот как будто и разошлась земля и проглотила их. Деятельность по пропавшим без вести вообще велась сразу после военного времени, с 1994 года. Эта деятельность осуществлялась при администрации президента Республики Абхазия, а в 2002 было передано в ведение правительства Республики Абхазия. Число зарегистрированных лиц, пропавших без вести в Международном комитете Красного Креста, уже превышает более 280 тысяч лиц по всему миру. — 14 августа 1992 года именно здесь, на Красном мосту, защитники Родины оказали первое организованное сопротивление грузинским оккупантам. С этого момента жизни тысяч людей в Абхазии разделились на до и после. Я Ушакова Валентина Николаевна. Вот там сидит мой муж Ушаков Виктор Павлович. Мы родители Ушакова Павла, который 4 июля 1993 года высаживался на вертолете на горе Ахбюк и пропал без вести. Принимал участие. Вначале нам говорили, что он погиб, но я никогда не верила. Я и до сей поры, прошло 32 года, я до сей поры не верю, что он погиб. Как говорится, надежда умирает последней. Я все жду, что когда-то мой сын, может быть, перед нашим уходом все-таки вернется домой. Валентина и Виктор Ушаковы вот уже 33 года ждут, что когда-то дверь в их тихой и уютной квартире в районе массива Гумиста откроется. Ей придет весточка о сыне. Последний раз Валентина Николаевна видела сына Павла в декабре 1992 года. 16 декабря 1992 года, провожая его, вот в автобусе сидит в телогреечке мальчик наш в Стоянске. Мы провожали его. Все, я видела его, да. Виктор Павлович видел позже. Ездил к нему в Псков. Там встречался с ним. Павел Ушаков – доброволец, родился в Саянске, закончил школу в 1991 году, поступил в училище гражданской авиации, как-то приехал домой и сказал родителям, что не будет учиться, пойдет в армию служить. Про профессию скажу, какую он выбрал. Вот ту, которую, как говорится в любимом фильме «Офицеры» Виктора Павловича. Но я тоже очень люблю этот фильм. Профессия Родину защищать. Вот такую он и выбрал. Он учился в Иркутске, в училище гражданской авиации. В одно прекрасное время, а мы жили в Саянске, ну это пригород Иркутска, недалеко, такое же расстояние вот
чуть подальше, как до Сочи, допустим. Приезжает домой, я не хочу учиться, я пойду в армию. Я плакала, я упрашивала. А вы представляете те годы, которые были? Это был кошмар. Родители, которые могли, они всяческими правдами и неправдами старались не пустить детей в армию. А наш пошел сам. Так что вот его профессия — родину защищать. Где, что, как. Короче, нет нашего мальчика. Павлу Ушакову оставалось буквально несколько месяцев до окончания службы в Псковском десантном полку, который побывал практически во всех горячих точках на территории постсоветского пространства. В 1992 году полк прибыл в Абхазию. Павел попросился защищать Апсны в батальоне «Горец». 4 июля 1993 года десант из более чем 40 бойцов батальона «Горец» попытался высадиться на стратегической высоте Ахбюк. Группа попала в засаду, вертолет, в котором они летели, обстреляли из гранатомета. Высадку успели завершить только 25 бойцов. Они вступили в неравный бой под шквальным огнем, отбросили противника и удерживали позиции. В живых остались 17 человек, многие получили тяжелые ранения. С тех пор Павел Ушаков числится в списках без вести пропавших. Мы ездили в Москву регулярно. То Виктор Павлович, то я. Была там комиссия при президенте по пропавшим без вести. И туда мы обращались, и добрые люди там были, которые подсказывали. Много встречалось вот на нашем пути добрых людей, которые, хотели помочь, но почему-то все куда-то как вот в стенку упиралось. Не смогли. И высокопоставленные люди, которые сами прошли Афганистан, ребята, которые служили. Увы и ах, как-то вот не получилось. Мать и отец в последний раз видели своего сына 19-летним. 13 сентября ему должно было исполниться 52 года. А маме своей сделал подарок на всю жизнь. Я-то родилась 30 сентября. Все празднуют День Победы, много людей. А самого дорогого, которого бы хотелось видеть, среди нас нет. После того, как сын пропал без вести, семья Ушаковых живет в Абхазии. У Валентины Николаевны и Павла Викторовича есть дочь и 3 внуков. Они в России, приезжают на каникулы. А за это время у семьи Ушаковых появились названные, как они говорят, родственники, которые всегда готовы прийти на помощь. Приобрели мы тут с Виктором Павловичем еще сына названного. Это Гопал Богателия, который вместе с ним был в вертолете. А дочь, вы с ней разговаривали, это Элисо Хаджимба. Это наша с Виктором Павловичем, не только моя беда и выручка. Она всегда приходит на помощь, если что-то нужно. На долгую и вечную память любимой сестрички Элисо от брата Тамаза, 1987 год. Так подписана фотография, которую Тамаз Хаджимба во время службы в армии во Владивостоке отправил в Абхазию. Ее Элисо бережно хранит. Это единственное, что осталось от родного человека.
Одно единственное, я знаю, он всегда, когда в бой шел, он заходил ко мне, говорил, вот скоро мы освободим, скоро мы поедем в Кварчал к своим родителям. Но в этот раз он не пришел ко мне и не дал знать, что он идет в бой. Но его видела наша лекторша, была Люда Хиб, она его очень любила, она ему сказала: слушай, Томас говорит, ну не надо везде вот так вот первым говорить, чуть-чуть. Он говорит, если я не пойду, другой не пойдет. Кто пойдет? Я знаю, что я оттуда не вернусь, потому что мы смертники. Но кто-то должен пойти, говорит. То, что жалко, говорит, вот одно единственное, что я жалею, говорит, что я родителям не оставил след. Я ухожу с именем, с фамилией, я не оставил след им, потому что он был не женат. Брат Элисо Хаджинба Томас тоже был 4 июля вместе с Павлом Ушаковым в вертолете на Ахбюке. После трагедии тела погибших доставили в Гудауту. Среди них Элисо искала родное лицо, бесконечная пытка. Но тогда брата опознать ей не удалось. Более 20 лет Томас Хаджинба числился в списках без вести пропавших. В 2014-м его останки были идентифицированы среди захороненных в Парке Славы. Ну, вообще там никого невозможно было опознать, там были одни останки. Тех, которых спустили, находили, они всех в один гроб, они сперва в Гудаутах захоронили. Это была тогда еще шла война, а потом было перезахоронение. И здесь решили, естественно, невозможно было их опознать. А потом, когда уже их опознали, мы решили здесь, где они все покоились вместе, да, в одном гробу, все останки, теперь их тоже разъединять несправедливо и это нехорошо было. Решили так, чтобы они вместе покоились. Я не знала, как сказать, объявить. Мне позвонили с кабинета министров. Теперь надо объявить родителям. А они ждут еще. Я знаю, что отец еще долго жил бы, если вот не эта весть последняя. Это его добило. И потом говорят, что мужики не плачут. Да, они не плачут при этих. А он дома часто, я его слезы никогда не забуду. Томас Хаджинба после окончания 5-й столичной школы служил в морфлоте на Дальнем Востоке, затем учился на филологическом факультете, заведовал спортивной школой и был тренером по вольной борьбе в секции Дворца культуры. Приобщился к Кварчалскому народному театру имени Пачалия. В 1991-м состоял в составе отдельного полка внутренних войск. Когда началась война в Южной Осетии, он отправился в числе добровольцев на помощь осетинам. Следом его родина – Абхазия. Ему было 25 лет. Он вообще с детства занимался спортом по вольной борьбе. Он и был студентом 5-го курса филологического факультета. Но когда вот в Кварчале уже гвардии, когда они организовали, он пошел в гвардию. Первым взял автомат. И вот он застал войну уже в части в Кинке. В Кинском части они были первый день войны. И после этого он воевал на стороне, на Восточном фронте в группе ЗАЗа Зантария. Получилось так, что в октябре ранили моего двоюродного брата и сильно ранили. Рада был его в Сочи забирать, он его забрал. Но там в больницу уложил и потом перешел в Ишерский батальон. И он был в Шаратоне. Среди пропавших без вести и погибших числятся художники, музыканты, поэты, писатели, архитекторы, инженеры, спортсмены, мастера прикладного искусства, талантливые и молодые ребята, цвет нации. Сегодня они могли бы строить и созидать. Амра сиру поташанта заблахи шохотопхой, аташанта заташанта замра калаши викхой. И Мариома загирзахи шохлан забылана, и Мариома наша щеха зиганыжна цара. Очень философское стихотворение. Вот как бы вот понимаешь, Амра, цфрцой, наша щеха есть лицо, ты ничего не можешь сделать. Это как бы природа так вот, цикл такой.
Но это необыкновенное, конечно, стихотворение. Это любимое стихотворение супруги абхазского поэта Таифа Аджба, Рима Когония Аджба. 21 сентября 1992 год. С минуты на минуту ждем, когда заявятся к нам. Сегодня с особой агрессивностью рыщут по городу, словно бешеные собаки. Эти строчки из дневника, который вел Таиф Аджба с первого дня войны. Последняя запись в дневнике датируется 9 октября 1992 года. Где-то около 8 часов появился свет, но телевидение не работало. Заработало после 9, но о нас ничего не было сказано. Уже 10 часов, пока спокойно. Писал Таиф Аджба. Все время ждали, что у нас кто-то придет и обязательно уведет куда-нибудь, потому что был страшный страх в доме. Все боялись. У нас 3-4 человека там было, и всех собрали. Мы все время, конечно, в ожидании были. Мы не могли никуда уже идти. Уже за Гумистой они не пускали. А больше другого выхода у нас не было куда-то уйти. И когда я увидела сверху, мой супруг был у Джоты Амичба, когда я увидела, я быстро вниз побежала. Вот я как рассказывала, там гвардейцы стояли, не пускали меня к нему. И я побежала к нему, и они уже в пазике в автобусе сидели. Я подошла вот так, и он мне, чтобы меня успокоить, наверное, он мне сказал, он же писал такие краткие очень в дневнике замечания такие, вот каждодневные он писал. И он мне говорит, вот это спрячь, говорит, чтобы не попалось, чтобы мне вред, чтобы кто-то не нанес. А гвардеец, который охраняет дверь автобуса, не говори на своем поганом языке, он мне сказал. Ты знаешь, я все время об этом думаю. А его сосед, значит, Джо Дамич рядом с ним сидел, и он мне говорит, обувь, говорит, жмет мне. Пожалуйста, поднимись к Нелли и возьми у нее. А у Нелли в этот момент гвардейцы квартиру обыскивали и все ценное уносили. В это время у Нелли была ее родственница, однофамилица, и она ее спрятала за... Вы представляете, у нас же балконы такие, которые выйдешь, и занавеска висит, и не знаешь, что там человек сидит. Они не догадались, что там человек сидит. А она за нее переживает. И все, что я говорила, она не понимала. Настолько было, вы знаете, как вот зомбированная была. Я говорю, Нелли, Джота хочет обувь свою, значит, все это на абхазском языке, конечно. Она мне дала обувь, я тоже в страхе. Я быстро спустила и понесла Джоте. И он, одел, в тапочках он был. Я не помню, сейчас он мне тапочки дал или нет, но вот этот момент я всю жизнь вспоминаю, что его жена, потом, когда они забрали их, все, она мне говорит, что я наделала, я дала обувь. Они жали ему, оказывается. Она говорит, они уже были такие маленькие на него, что я наделала, как он ходит. Мы все время за это переживали. И вот так, и все. Больше ни разу мы не видели. Мы каждый день в город пешком приходили. С Нелли. Ой, но никаких вестей, никаких. Мы в милицию ходили тогда, мы в военкомат ходили, говорили, что их там держат. Возможно, и держали, нас туда просто не пропустили. Просто сказали, кто вас обманул, здесь вообще нету, здесь вообще очень мирные люди работают, такого нету. Вот этого одного из тех, кого забрали
с нашими соседями наших. У него были дети все замужем за грузинами. Он с женой, вот жена начала говорить, он ветеран Великой Отечественной войны, куда вы забираете старика? Когда она начала возмущаться, его прямо был, старый уже был человек. А когда она начала хватать его, они ее вместе с ним забрали, и все, тоже не вернулась. Последний раз Рима Аджба видела супруга 9 октября 1992 года. Его вместе с другими соседями, абхазами, забрали грузинские гвардейцы и увезли в неизвестном направлении. Каждую минуту этого страшного дня Рима Когони Аджба помнит детально, вспоминает с ужасом. Река Гумиста, март 1993 года. Тогда, после кровопролитной мартовской операции, здесь погибли и без вести пропали сотни защитников Родины. Мама, ну, ведь напряженный был. Вот не дай бог что-то случится, я все равно там буду первым. Эти слова сын Гули Кичба Арзамет Тарба сказал перед началом войны. В конце 80-х ситуация становилась все более напряженной. Молодые, красивые, полные планов на жизнь. Никто не знал, что ждет впереди. Я просила, когда я на работу шла, я просила, Дима у меня такой, более застенчивый, если вот скажет нет, ни за что его не переубедишь. А я говорю, Арзик, проводи меня до работы. А я знаю, почему он говорил. Вот ты хочешь сейчас покрасоваться, что у тебя такой красивый сын. Представляете, вот, ну он это говорил, ну как вам сказать, не в смысле, что хвастаться, а вот он понимал вот сразу, что я хочу. Я хотела, чтобы он был артистом, между прочим, почему-то мне казалось, что у него такое лицо, что он... А он поступил на юридический, причем хорошо сдал. Вот не поверите, если, может, в камеру не пойдет, но девочки тоже это не знают. Я готовила с ним свободные темы. 5 тем мы подготовили, наверняка зная, что эта тема попадет вдруг. Эта тема не попала, ни одна из них. И у меня на нервной почве пропал голос. Я даже на Каширку ездила. Не понимала, что это не самое главное. Представляете? А он блестяще сдал. Сумел, ну, он хорошо учился на самом деле. Там не так, как я хотела бы, но я знала, что у него знания были. Я помню, когда Автогарский рассказывал как-то перед, значит, наступлением в автобусе, у всех не очень радужное было настроение у воинов. И ваш, говорит, сын веселил и читал им строки из Булгакова «Мастер и Маргарита». Сын Гули Кичба Арзамет Тарба после мартовского наступления 21 год считался пропавшим без вести. Был опознан и захоронен в Сухуме в Парке Славы в 2014 году. В этой войне Нюра Габуния потеряла мужа Артема и сына Батала Джопо. Супруга забрали в один день с Таифом Аджба. Прошло 33 года, вот как Нюра Габуния вспоминает этот страшный день. Базик Яковтун, Аюди Халид и белый Жигули Крыцнаха, нас еще баши бежали тапик гездыдзм. Они читахан гидыганаха, она гулит хескинылба. Нюра лухид, абри акат короба брахи бежокит, абабс, абри дана мицбох гебрахи хоречен, гита брадашрыц хаугю зигендеротохит, был пескдыган корацхилякур. Убрилуп
егерez хизацки егас. Иҽыҵәах шәадыҟан аха знауни ҩнагьежьын абра пианино гыланыгьы ҟәак иԥҽныгьы инеиқәыртит. Ара дыҟаӡамгьы сҳәеит зны, ара дыҟаӡам џьа дцахьеит уи уже. Убас абни апианино ndырш, ипаспортгьы ԥарақәак ҭан. Абас идырш, ршьапаԥхьа инеины еилкаҳаит. Ара ипаспорт ыҟоугеит, иара дышԥаҟам рҳәан, иаразнакала сирдырит ешымкәа ишысҳәоз. Ус анахь иавагьежьуа, арахь иавагьежьуа, ицеит анигәахә даацәырҵит, дырмбаӡыкәа ицеит. Апазик автобус анцах иалаадаз агьи Жигули амнибжьы гыланы ҩадахьы, астройкақәа ахьцоз. Убра икылԥшшон нибжьы гыланы. Уажә дмааиргьы ушьҭан дааиуеит ҳәа, даара ԥыҭраамҭак игылан. Нас ус агәылацәа ари апианино икаҳаз зегьы абжьқәа дынанагины инраҳа, дида иҟало иниура рҳәан ашҭа иҭан. Агәылацәа ақыҭқәа аԥсуа ҳәа еилыхаҟаӡамыз зегьы ааин, абасгьы ихьӡи. Дыҟаӡам, урҭгьы ақыҭқәа ираҳҳәон дыҟаӡам ҳакәын ирдыруаз. Аха дахааиуаз рбит шьҭахьла дааит, аха аӡәы инылбагеит аӡәы еибырҳәозар акәхар, иаразнакала икәшан абра ашҭаҿы дшыҟаз, абра дшыҟаз иааикәшаны дыркит. Уи зҿыз уахыҟаз хылаԥшуаз иаауода аҷкәынцәа зусҭцәада иабантәаауагьы ҳәа сызхылаԥшыз, хыхь ухаланы рҳәеит, аптека управление ус иагьаҵаршьит, убрахь ухалан амаҭәақәа ушәҵаны, зегьы рдыруан. Иаразнак амашьына дынҭадыртәан, дыргеит. Дақәдыртәын, ара ҳгәылацәа нас ишьҭалан ицеит, новый район аганахьала ишцаз рҳәеит, убра автобус пазик аҿы еидыркылоит зегьы ҳәа. Уахь даннарга, нас как раз Таифгьы уа дақәдыртәахьан, амиџьба дыҟан, исаабак дыҟан, иҵегьы бжьҩык ааҩык автобус иақәдыртәеит зегьы, ари сыԥшәмагьы Артиом Џьоба уа дақәдыртәеит. Ари Рима дынлыхәаԥшын, абааԥс шыргыз ҳар зегьы ҳшеицыргаз бахь ицҳаҳа, аха номер ииҳәаз схашҭит лҳәеит. Рима исхашҭит, уаҳа сасратәы сҟамлаӡеит, уаҳа ихабар зныкгьы иҳамбаӡеит. Аха аҭаҷкәынцәа ирдырын ушьҭаарагьы цәыуадаҩын, ани Гагратәи ажәылара аныҟала ашьҭахь ирцәыуадаҩын, аха сыҷкәын абри усҟан международный Рома Красный Крест, Рома Пиаԥшьари убарҭ рыла дрыцны дааит, аурысқәа рымаҭәа ишәҵаны, џьарак ихабар дызларгаз зегьы ирызԥшаауа, дызларгаз амашьына иԥшааит, аномергьы иԥшааит. Иара амашьына уаҳа нас уи ашьҭахь ирзымԥшааӡеит. Ус мартажәылара алагеит. Ицеит иаб ихабара ҳагьигьы издырӡом, мама амашьына номер здыруеит иҳәеит. Ашәаҟны џьара ианысҵеит, убра карандашьла иҳәеит. Ҳақәшәеит, абрагьы џьара ианшәа иаабит, аха аԥхьатәиқәагьы ҿыржәжәеит, агьи ҳаҟаӡамызт, арагарқәа иҩнан, нас ари ҳхала иҳаргылоз акәын ргылара ҳаҿын. Наиҿыржәеит, ари аҿыржәеит, џьара аншәа аабит, аха иаҳзышьақәмыргылаӡеит аномер иныз, уи ажигулиқәа быҟаз уи ашьҭахь нас уже усқәа руагьы номерла иныҟәозма. Уигьы ҳзымԥшит, агьи март азы, убасҟан жәаф число зыҭахеит аҷкәынгьы. Убра ҳаԥшын, асписаққәа кыдырҵо, нас кәдоуҭа иҭахаз иааз ҳәа ихкыдырҵоз сашьцәа неин. Сашьеиҳабы батальонк даланамын, иаҳабгьы уже ааигәоуп данԥсыз. Убра сыхьӡ сыржәыла џьоуп убаҭахьдаз ианырхит. Ианеилҳарбарым макьана, нас иҟало аабап макьана, нас иӡыз иԥсызгьы еилырганы аӡәыр идыруазма, нас имааит џьара иҟоуп ҳәа ҳгәыӷын ҳхыҭагьы. Уи ишымааҵәҟьоз аадыруа зегьы ҟаларын, аха ус шәаҳгәыӷуашәа, сашьцәа аҵаҟа имааз зегьы ирҳәогьы убас хәҷыҷыла, нас аҟәанҭацәыҵәҟьа аԥхьатәи амшқәа, аҟәанҭацәы сыӡӷаб аиҳаби сареи, уигьы анаҩчак анаибашьа аналагаҵәҟьаз, уигьы дгьежьны дааит, аиҵбы жәашықәса ракәын илхыҵуаз усҟан, уи дааҳамгаӡеит, аха ҳгьежьны ҳааит, џьара иџьеишьҭаны, џьара иҳамбакәа, агьик уаҳа ус шаамлозгьы аадыр. Уи сҳәеит, аха напрокатове шахбжьалоз, ауаҩы дашьны дкажьын. Убра дкажьын, ауниверсам аԥхьа икажьын, уи ҳаҳала иабазоуп исҳәо. Убрагьы икажьын ауаа абри аҟәа ишьны имцози, аӡәыр агәхьаа ркызма, нас дос дызтәызгьы анцәа идырааит.
убряла убасоуп, уи ашьҭахь џьырџьарлагьы нас иааганы амнахабанит ашьҭахь ишыржыз рҳәеит, егьи рҳәеит, убри ҩ-иамак ҟаҵаны убри иҭажьын. Аха, зегьы дқәырзаламхӡеит. Убри иҟан 7-8 ҩымш быжьба число абырзы ҩымш убри рҭыгара иаҿын аԥсцәа, уахгьы-ҽынгьы убра сгылан. Уаанӡа аԥсцәагьы ааргон, агьиуан ари мартыз акәымкәа џьеик ажьны ирбазар аморгаҿы, Гәдоуҭатәи аморгаҿы, уи уахгьы-ҽынгьы убра ҳгылан, ҳаауан. Аморгаҿы иабишьиԥа аморгаҿы ус иуан Џьопуа Рудиқ-ҳа, нас медврачын. Ус иҳәап, бара Ниура арахь бзыҩнало иааргацыԥхьаз аԥсцәа сашьа сада сзымдыруа сыҟоума, ма аҷкәын сада сзымдыруа дыҟоума ҳәагьы иҳәан. Уахгьы-ҽынгьы убра ҳашгылаз иахьамзар уаҵәы аӡәы даабоуп дагьудҳәеит, аха зегьы башан, нас шьҭахьла абас ашьшьыҳәа аҩныҟа иныҵырхыз убра уахгьы-ҽынгьы ҳгылан. Абри абаду ҳгәыруп аӡәы заҵәык даанымхеит, аӡәгьы. Рызегьы еицԥсит. Абри самосвал иааганы иҭарыжьон рҳәеит. Рызегь џьарак изеицԥсеи, зегьы ҳаздыруам. Ҵаҟа иҭажьын, убризы иудырыртәы хәҷык-хәҷык иаанхеит. Нас исԥазгьы ишәын, рхакас иқәаҵәақәахан, сплемянникат одна Мираби, нас абри еицыз ҳгруппоуп исҳәогьы аҭатәы исзымдыруа сыздыруам. Зныкла ицыҵаҳхит аҩбатәи амш аилашәшәаразы. Убасҟан Лиониа Лагербаиа, нас Гагита, уахгьы-ҽынгьы убри ҳадгылан, агьиан анацәа ҳақәшәымшәҳәогьы ҳадгылан, убас ҳаҳтәы даадырит, дааҳгеит арахь. Иаб ихабар иахьа уажәы зегьы нахьырҳәашәа, рарҳәашәа, џьара зны уаршьа ҳцеит, нахьхьи ҳцеит, уаирблит, рыбаҩқәа ауп рҳәалап зегьы. Уа ҳааилгеит, ҳаалганы уажәшьҭа зегьы иаҳчҳауак акәын, ус ҳаиқәтәеит. Иахьа уажәраанӡагьы семинарқәа наҳамоу агьиуан, нас Красный Крест агеизақәа ибҭаху иаҳак исазҵааргьы зегь раҳа абри раб ибжа ԥшааны дышкабадара аԥсны абзиарақәа ҟалон иҟаиҵаан, иаанхаз ҿар бзиахәац иҟаиҵа. Аргьы сҭаҳцәа рҟынтәи убри ибжа шны мама ахыҵҟәырҟьоит ахәыҷқәа сара иҟасҵагәышьоит, исрушаха. Аԥсны ҿар бзиахәац иҟаиҵа. Единственный сын Заиры Лагвилава, Тимур, погиб 18 сентября при освобождении столицы от грузинских оккупантов, а племянник Вадим Лагвилава пропал без вести в мартовском наступлении. 21 год он числился в списках без вести пропавших. Если бы Вадим бы не пропал, последний момент, когда Тимурчик уходил, я все цеплялась, я говорю, подожди, Вадима найдем. Вадима найдем, потом успеешь пойти. Мы все ждали, нам все обещали, что сегодня, завтра. Вот. Он мне сказал, мама, посмотри на тетю Малину. Тебе не стыдно меня не пускать? Это ахдырбхащунарах. Вадим учился в аспирантуре в Минске. Мог бы не приезжать, но мы их, наверное, воспитывали правильно, любить свою родину и защищать. И вот он приехал и в мартовском наступлении пропал. Конечно бы, если бы он был живой, он бы сегодня бы работал в нужном месте со своим образованием. Мой тоже был студент первого курса. Трагедия, конечно, была очень тяжелой. И она остается вместе с нами. Родители умирают вместе со своим горем.
Во время войны и после всех этих сильных женщин объединило страшное горе. Сотни без вести пропавших, особенно после кровопролитного мартовского наступления. В ноябре 1994 года состоялось учредительное собрание организации «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость». Первым президентом Республики Абхазия Владиславом Ардзинба была создана Государственная комиссия по пропавшим без вести, которую возглавил Отар Какалия, затем Леонид Лакербая, Индира Вардани, Ираклий Тужба, Давид Сангулия. Сейчас ее возглавляет руководитель аппарата Кабмина Ятыр Ажба. Была проведена немалая работа по сбору данных. Даже в 97-м, в 98-м годах Владислав Григорьевич, как бы вам, говорит, тяжело не было, но надо встретиться, видимо, это через Отара Какалия, грузинские матери почему-то захотели с нами встретиться. И эта встреча произошла в Ачимчирах. Я была поражена. Вот тогда Заира Лагвилава, я провела здесь собрание, но на тот момент многие мамы, и они, наверное, были правы, не то, что, говорит, с ними встречаться, мы и речь слышать грузинскую не можем. И они отказались ехать. Но вот Заира Лагвилава и Анжела Саханян тоже, они, значит, сопровождали, ну, мы вместе втроем поехали туда. Ну, конечно, был Отар Какали, были руководители СГБ Абхазии. И вот тогда мы им сказали, что это те матери, чьи дети здесь воевали против нас и пропали без вести. Но, в принципе, у них тоже так же, наверное, болело сердце, это мать. Но мы сказали, что схемы захоронения находятся у вашей стороны. И вы должны потребовать от грузинского руководства, чтобы эти схемы были нам даны. Возможно, вам сказали, что они знают, где захоронены ваши близкие, но это будет вообще нечестно по отношению к нашей стороне, потому что театр военных действий был на абхазской стороне. Агрессия была совершена со стороны Грузии. И это неправильно, чтобы какую-то часть искали, какую-то нет. Это надо, чтобы как-то более справедливо, что ли, если это слово можно здесь применить, применено. Но это уже государство, конечно, решало. Долго к этому не шли стороны. Ну и вот где-то уже в 2007 году мы издали вот эту книгу при посредничестве Международного Красного Креста. Конечно, это была такой отправной, что ли, точкой. У многих вот по сей день, чьи дети еще не опознаны, вот эти книги, которые мы уже третью книгу мы издали после этого, стоят как памятники у них в домах, рядом с фотографией их близких. Мы всегда поднимаем в движение матерей и даже ставили перед парламентом республики, чтобы внести поправку статус пропавших без вести, вообще, если вот взять международное, да, вот, сообщество в других государствах, он отдельно, а у нас он приравнен как семьи погибших. А на самом деле это двойное горе. И вы представьте себе, 21 год вот мы ждали, да, и многие не дождались, они примирились с гибелью своих близких, потому что они гибли за правое дело, за Родину, и, слава Богу, победа была за нами. Но они не примирились с тем, что они не предали своих близких, как это подобает земле, по-христиански, по-человечески. И вот это страшное горе многих унесла, ушли из жизни, не дождавшись этого. Отцы, матери, братья, там, сестры. И вот эти вещи, вопросы всегда мы здесь как бы друг другу говорим.
Но не все родные могли дать информацию о своих пропавших, не было схем захоронений, родственники не знали, где могут быть похоронены их близкие, потому что наша территория тогда была оккупирована. И вот в этом очень важном вопросе работают и сегодня Движение матерей Абхазии, Государственная комиссия по пропавшим без вести и миссия Международного комитета Красного Креста. На данный момент без вести пропавшими в Абхазии считаются более 100 человек. Деятельность по пропавшим без вести вообще велась сразу после военного времени, с 1994 года. Эта деятельность осуществлялась при администрации президента Республики Абхазия, а в 2002 было передано в ведение правительства Республики Абхазия в лице аппарата. С тех пор сменилось более 6 составов уже оформленной комиссии, вот последняя из которых была утверждена в мае этого года при моем председательстве. И деятельность ведется достаточно активно, плодотворно, в прямом взаимодействии с органами. Основная деятельность данной комиссии – это проведение работы по взаимодействию всех органов власти, особенно исполнительной ветви, с родственниками без вести пропавших, взаимодействие между собой, взаимодействие с представителями Красного Креста, сбор информации, анализ информации, представление ее родным и близким. В первую очередь, можно сказать, проблематика именно со сбором. Современников становится все меньше тех событий, и уточнить достоверность тех или иных событий становится крайне сложно. Также отмечаю, что работа ведется еще в виде участия на международных женевских дискуссиях, где на этих площадках идет обмен информацией. Нет такого конфликта на земле, где всех смогли найти, всех смогли опознать. Но наше действие в комиссии не останавливаться, работать, конструктивно работать, взаимодействовать. Все члены комиссии – это представители в основном силовых структур, но в то же время присутствует, например, Движение матери Абхазии за мир и социальную справедливость. Они все взаимодействуют между собой. Это достаточно кропотливая, сложная работа. На сегодняшний день у нас есть кое-какие наработки, и надеюсь, что до конца года мы сможем обнародовать еще информацию, добытую нелегким путем, но в то же время очень необходимую, ведь семьи десятилетиями ждут информацию о своих без вести пропавших родственниках. Крайне сложно восстанавливать информацию, срок давности которой превышает десятилетие. Люди, которые участие принимали в тех боевых действиях, многих уже не стало. Многие выехали за пределы страны, и не только нашей страны. Работа ведется по всем возможным каналам, начиная от абхазских, имею в виду, среди нашего населения, заканчивая возможными свидетелями этих событий, которые здесь люди находились и проживали. Но это в основном деятельность силовых наших ведомств, структур. На сегодняшний день Международный комитет Красного Креста, число зарегистрированных лиц, пропавших без вести в Международном комитете Красного Креста, уже превышает более 280 тысяч лиц по всему миру. Мы прекрасно осознаем, что также есть еще больше семей, которые еще к нам не обратились, еще больше лиц, на самом деле, остаются без вести пропавшими, будь вследствие вооруженных конфликтов, будь вследствие миграции, будь вследствие других стихийных бедствий. Но проблематика, к великому сожалению, также насущна и для Абхазии, где мы по данному вопросу более основательно начали работать, исполняя свой международный, нейтральный, беспристрастный, независимый гуманитарный мандат с 2010 года. В тот же год, когда была сформирована гуманитарная платформа для обмена между грузинскими и абхазскими участниками, который называется «Координационный механизм для выяснения участи лиц, пропавших без вести в связи с событиями вооруженного конфликта 1992 и 1993 года». С тех пор эта многогранная, многонаправленная деятельность предпринималась со стороны Международного комитета Красного Креста, которая имеет присутствие по обе стороны конфликта. Работа, которая направлена прежде всего на выяснение участи и местонахождения для того, чтобы обеспечить право семей без вести пропавших знать об участи своих родных. И семьи, по сути, и по праву являются сердцевиной, ядром этой деятельности. В своей деятельности мы поддерживаем все усилия всех вовлеченных структур, органов по обе стороны конфликта для того, чтобы обеспечить как право знать, так и поддерживать нужды семей, пропавших без вести. Мы, как международная гуманитарная
организация остаемся приверженными своим целям и задачам, именно в вопросе без вести пропавших, в который входит право семей знать об участи своих родных. И мы будем делать все возможное, все посильное для того, чтобы осуществлять свой мандат как в рамках двухстороннего диалога, так и в рамках нейтрального посредника, в рамках координационного механизма, для того, чтобы максимальное число, как можно больше семей получили ответ об участи своих родных и имели возможность для достойного захоронения. — 25 лет она ждала своего сына. Каждый, кто бы не подходил к воротам, либо мимо дома, может быть, и проходил, она молча стояла, ждала, что кто-то даст какую-то информацию о пропаже сына, о судьбе сына. Мать Виталия Будба так и не дождалась сына с войны. Он пропал без вести во время мартовского наступления. Новостей о нем по сей день нет, рассказывает племянник Адгур Будба, который сам долгое время пытался найти дядю и работал в комиссии при Кабмине. И я каждый раз, приходя в любую семью, когда работал в комиссии по пропавшим без вести, мне больше всего тяжело было разговаривать с матерями пропавших без вести. Это тяжело в том плане, что ничего лишнего не спросишь, но они как начинают говорить о том, что, когда, в какой день, что он одевал, как он вышел из дома. Все это они не забывали и не забывают. Виталий Будба – известный абхазский историк, кавказовед, кандидат исторических наук, окончил среднюю школу и поступил на филологический факультет Абхазского государственного университета, а в 1978 году его направили на истфак Ереванского госуниверситета. Конечно, вся родня все это время пыталась найти его, любую информацию, которую они получали, все они дорабатывали, обрабатывали, узнавали, ездили, спрашивали, все. Но это все, к сожалению, оказалось бесполезным по сей день. В 1993 году, как мы все знаем, 15-16 марта это наступление неудачное. И в этом наступлении он был в разведке, уже можно говорить это не скрывая. В разведке шел, конечно же, первым. Его друзья, его однополчане, которые шли за ним, видели, что на расстоянии 50 метров человек падает просто. Неизвестно, попала пуля или он так просто сам упал. Это уже непонятно. Но человек упал. И с того момента никто не знает, куда его тело дели, кто-то его забрал, не забрал, остался там, никто ничего не знает. Единственное, кто его последний раз видел, это Сергей Матасян и некоторые другие ребята, сейчас поименно называть их всех не могу, но есть люди, которые видели последний раз его там. Чтить и помнить. Ежегодно Государственный комитет по делам молодежи и спорту Абхазии проводит мероприятия, приуроченные к Международному дню пропавших без вести, организуют памятные акции.
Они сумели защитить родину, но вернуться с полей битвы домой им не удалось. На протяжении десятков лет ждать весточки о родном человеке стало уделом многих семей в Абхазии. После грузино-абхазской войны десятки людей по сей день считаются без вести пропавшими. Это страшное и бесконечное испытание для родственников. Они все еще ждут, верят и надеются. Спасибо им за победу. Спасибо им, что страна живет, народ выжил, победа пришла. А мы будем терпеть. Другого выхода у нас нет. Терпеть и ждать. Лучше надеяться. Я по своему примеру знаю, когда мой отец надеялся, что он все равно когда-то услышит весточку, когда-то легче было. Они живут надеждой, эти родители, надеждой. Как говорится, надежда умирает последней. Я все жду, что когда-то мой сын, может быть, перед нашим уходом все-таки вернется домой. Надежда не умирает, и чудо может случиться в любой момент.